Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 14 августа в республике отметят День памяти защитников Отечества. 32-ю годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии. Доска позора. Администрация города Сухум начала публиковать видеозаписи, на которых горожане выбрасывают строительный мусор возле контейнеров для бытовых отходов. Поддержку подопечных фонда «Ашана» 12 августа в Абхазском государственном драматическом театре прошел благотворительный концерт. Президент Абхазии Аслан Бжани провел встречу с представителями политической партии Амцахара. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам внутриполитической ситуации в Абхазии. Затронули вопросы социально-экономического развития страны. В ходе встречи Аслан Бжани подчеркнул, что ценит доверие, которое Амцахара оказывает главе государства и правительству в проводимой им политике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Заседание совместной рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией состоялось 12 августа в Минэкономразвития Российской Федерации. Реализация программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Российской Федерацией завершится в 2025 году. В текущем году реализовано 5 мероприятий. Принята 4-я часть Гражданского кодекса, регулирующая интеллектуальную собственность, закона об основах социального обслуживания граждан, о персонифицированном учете в системе пенсионного страхования, о валютном регулировании. Также подписано и ратифицировано соглашение об избежании двойного налогообложения. Большая часть законопроектов в социальной сфере находится в стадии высокой степени готовности. В настоящее время завершаются консультации органов власти двух стран. Сопредседателями рабочей группы являются вице-премьер-министр экономики Абхазии Кристина Узган и заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвович. 14 августа в республике отметят День памяти защитников Отечества, 32-ю годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии. В этот день во всех городах и районах республики возлагают венки и цветы к памятникам и могилам павших за свободу и независимость страны воинов. Так, в 10:00 начнется церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке Славы в Сухуме. В 11:00 возложение цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Арденба в селе Нижняя Шера. А на нашем канале в среду, 14 августа, смотрите видеоверсию премьеры абхазского реквиема Надара Чанба, который прозвучал в ходе 2-го международного музыкального фестиваля в Пицунде. 31 июля сочинение исполнила Государственная хоровая капелла республики. Абхазия намерена оказать гуманитарную помощь Курской области, заявил на заседании штаба помощи Донбассу глава МИД Сергей Шамба. По его словам, в том числе планируется организовать приезд жителей Курской области в республику. С этим предложением, добавил Шамба, к руководству области также обратился глава Сухума. Напомним, 9 августа ветеранская организация АРО предложила разместить в Абхазии беженцев из Курской области. Члены АРО также проявили инициативу начать сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Подобную идею озвучила и республиканская политическая партия Амцахара. А члены партии проявили готовность принять в своих домах пострадавших жителей. 13 августа отмечает свой юбилей председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, заместитель председателя Народного собрания Карачаево-Черкесской республики, президент Международного объединения Алашара, ученый, бизнесмен, меценат Муса Экзеков. Невозможно, забывая и не говоря на родном языке, знать и понимать свою культуру. Глава Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзеков уверен, что родной язык – величайшая сила, которая несет в себе много смыслов. Чтобы сохранить и развивать этнос, мы должны в каждой семье постоянно говорить, думать и слышать, чтобы дети слышали нашу культуру, нашу культурную речь, нашу традиционную речь, отметил он в эфире «Спутник Абхазия». 13 августа, глава ВАК. Президент Абхазии Аслан Бжани направил поздравительное письмо Мусе Экзекову. В тексте он отметил, что жизненный путь Мусы Хабалевича
Образец преданного служения своему народу, а его деятельность вносит огромный вклад в укрепление связей диаспоры с исторической родиной. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов направил поздравительное письмо в адрес Муссы Игзекова. По его словам, жизненный путь Муссы Хабалевича – яркий пример преданности самым высоким моральным и нравственным ценностям, а деятельность – сочетание профессионализма с высокими личными качествами. Ректор АГУ, академик Олег Угварами, поздравил председателя Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муссу Игзекова с 60-летним юбилеем. В поздравительном адресе, в частности, отмечается: являясь председателем Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, вы много сил и энергии отдаете делу объединения нашего народа, укреплению связей с зарубежной абхазо-абазинской диаспорой. Ваш жизненный и трудовой путь является собой пример искреннего служения своему народу. Заслуживает высокой оценки ваша культурно-просветительская, гуманитарная и общественная деятельность. Многочисленные поздравления в адрес Муссы Игзекова поступают от абхазских и российских государственных и общественных деятелей, руководителей научных и общественных организаций. С полным списком поздравительных адресов можно ознакомиться на официальных ресурсах Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Информация правоохранителей. Министр внутренних дел Роберт Киут провел отчетно-плановое совещание в отделе внутренних дел по Сухумскому району. Смотрите материал пресс-службы МВД Абхазии. Министр внутренних дел Роберт Киут провел отчетно-плановое совещание в отделе внутренних дел по Сухумскому району. Как доложил начальник подразделения Рустам Жани, основные усилия ОВД по Сухумскому району были направлены на обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности на обслуживаемой территории, защиту прав и законных интересов граждан от преступных посягательств. Привел статистику совершенных в районе преступлений за 7 месяцев. По итогам отчетного периода на территории Сухумского района зарегистрировано 18 преступлений. Из них все 18 на сегодняшний день раскрыты. Аналогичный период прошлого года имело место 12 преступлений, и из них было раскрыто 10. Уменьшились кражи, уменьшились грабежи. В прошлом году мы имело место у нас поджоги имущества. Этого нет, у нас всего одна кража, и она раскрыта. По линии уголовного розыска 8 раскрытых дел. Все они, по имеющейся информации, находятся за пределами республики, поэтому задержать на сегодняшний день их не представляется возможность. Был задержан 1 человек. За отчетный период выявлено 111 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии. В целом сотрудниками ОГАИ за рассматриваемый период было составлено 4124 протокола за нарушение правил дорожного движения против 4793 за аналогичный период прошлого года, что на 669 нарушений ПДД меньше. За 7 месяцев на территории Сухумского района произошло 13 ДТП, в результате которых погибли 4 человека, тогда как за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 8 ДТП, 1 человек погиб. Сотрудниками ОУР за отчетный период в республиканский наркодиспансер было доставлено 96 человек по подозрению в употреблении наркотических средств. Работу в этом направлении министр внутренних дел потребовал усилить. Сложный район, знаем, что есть, как говорится, пригород города. В городе концентрация очень большая преступных элементов, тех, которые могут быть склонны к совершению преступлений. Соответственно, результат одна кража, это, наверное, я считаю, очень хороший результат, если это реальные цифры и соответствуют они действительности. Это одно. Второе. Мы неоднократно с тобой, Рустам, связывались по территории вокруг города Сухум. Что происходит, мы знаем же прекрасно. Это наркоманы в поисках закладок чуть ли не по огородам лазят у людей пугают. Там живут пожилые люди, дети и многие другие такие социально незащищенные граждане, которые очень сильно переживают, видя эту категорию людей. В этом направлении периодически осуществляйте контроль. Я понимаю, что это тяжело. Надо приводить, с ними нужно работать, с ними надо проводить профилактическую работу. Ну и в принципе самое главное, работу нужно нацелить на выявление тех лиц, которые осуществляют эти закладки.
Сотрудниками ОВД системно проводятся мероприятия по выявлению действующих объектов по добыче криптовалюты. В ходе проверок на обслуживаемой территории было выявлено 4 майнинг-фермы. Изъято 265 аппаратов по добыче криптовалюты. Также проверены 56 частных домовладений на предмет осуществления данной незаконной деятельности. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского свидетельствования на предмет опьянения. Чаблахаглы Энрик Рудикович, 1979 года рождения, житель Ачимчирского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Фролов Сергей Владимирович, 1987 года рождения, житель Ставропольского края, совершил ДТП, управляя мотоциклом в наркотическом и алкогольном опьянении. Заранди Тимур Надаревич, 1978 года рождения, житель города Ачимчира, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Сейн Александр Валерьевич, 1986 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Утиулов Руслан Ухалович, 1984 года рождения, житель поселка Цандрипш, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хадыкин Павел Николаевич, 1976 года рождения, житель Кировской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ашуба Дмитрий Гарьевич, 1995 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чеснов Роман Михайлович, 1990 года рождения, житель города Ачимчира, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Васильев Сергей Михайлович, 1972 года рождения, житель республики Удмуртия, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Абгаджав Алхас Людвигович, 2000 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Реница Леонид Яковлевич, 1982 года рождения, житель города Свердловск, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Абакимов Евгений Михайлович, 1977 года рождения, житель города Москва, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Еремеев Павел Борисович, 1983 года рождения, житель Гулрыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Арсанукаев Магомед Нуритович, 1976 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Киракосян Артур Георгиевич, 1983 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Бигвава Астамур Павлович, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кирджан Сергей Андреевич, 1973 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Бобо Батал Вахтангович, 1988 года рождения, житель Ачимчирского района, отказался от медицинского свидетельствования на потребление нарковеществ. Аджинджал Аляс Юрьевич, 1981 года рождения, житель Сухумского района, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Габилая Григорий Романович, житель города Гудаута, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Здравоохранение. Возможность сотрудничества в рамках деятельности Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» обсудили министр здравоохранения Эдуард Будба с руководителем регионального отделения ассоциации Оксаной Келихсаевой. Организация специализируется на оказании всесторонней помощи людям, столкнувшимся с диагнозом рак. Объединение онкологических пациентов, оказание пациентам и их семьям всесторонней помощи, информирование о диагностике, лечении, реабилитации рака. Эдуард Будба подчеркнул, что Минздрав всегда готов оказывать посильную помощь в организации благотворительных медицинских акций в Республике Абхазия. После встречи Оксана Келихсаева посетила Национальный онкологический центр Республики Абхазия.
Российские врачи помогут детям и взрослым из Абхазии с челюстно-лицевыми нарушениями. Проект будет реализован благотворительным фондом «Ашан» и Российским медицинским фондом «Операция Улыбка» при поддержке Минздрава Абхазии. Врач челюстно-лицевой хирургии, кандидат медицинских наук Алексей Нестеров рассказал «Спутник», каким пациентам готовы помочь медики. Доска позора. Администрация города Сухум начала публиковать видеозаписи, на которых горожане выбрасывают строительный мусор возле контейнеров для бытовых отходов. Эта отчаянная попытка хоть как-то справиться со стихийными свалками вызвала противоречивую реакцию в обществе. Кто-то одобряет такие меры и сетует на жадность горожан, которые, делая ремонт, не хотят оплачивать вывоз мусора. Другие возмущаются, что контейнер стоит дорого, что ради одного матраса или холодильника вызывать контейнер – это слишком, и подчеркивают, что мест для самостоятельного вывоза строительного мусора в городе нет. Ситуация разбиралась Надежда Боровикова. Такие видео по инициативе Управления городским хозяйством опубликовали на прошлой неделе в социальных сетях и в средствах массовой информации. На видео нарушители, выбрасывающие строительный или крупногабаритный мусор возле контейнеров для бытовых отходов. Это серьезная проблема для сотрудников МУП благоустройства и для всей администрации, потому что содержать город в чистоте – их прямая обязанность. Перед курортно-летним сезоном главой администрации города Бесланом Федоровичем Эшбе было дано поручение, разработать и установить точнее по городу Сухум, именно в тех местах, где скапливается вот именно такой мусор, камеры. По согласованию с оператором, интернет-оператором системы, вся эта работа она была проведена, она в принципе и сейчас продолжается, потому что по некоторым адресам еще будут установлены камеры. Но вот там, где они уже были установлены, они, работы, показали свою эффективность, в части фиксации именно таких вот нарушений. Для начала нужно понять, почему строительный мусор вокруг баков для бытового такая уж проблема для коммунальщиков. Наверняка многие думают, что раз каждое утро баки опустошают, то в чем проблема собрать и строительный мусор, лежащий вокруг? Наши мусоровозы, которые освобождают контейнеры, вот эти евроконтейнеры пластиковые, они не предназначены для строительного мусора, потому что мусоровоз забирает в себя этот контейнер, опорожняет и прессует его в дальнейшем. Строительный мусор не прессуется в таком виде, как это многие начинают думать. Поэтому это все остается именно там, у контейнеров, это загрязняет общую обстановку, и негатив складывается из-за всего этого. Поэтому мы вынуждены привлекать технику дополнительную, которая это сверхрасходы, которые в бюджете не заложены из-за того, что вот так вот стихийно люди выбрасывают, и потом также тоже не оставишь, поэтому приходится привлекать уже самосвал отдельно трактор, отдельно людей. Это топливо, это человеческий труд, это износ техники. И вот так вот с такой вот периодичностью эти машины вывозят. То есть иной раз с тех точек, где вот основная масса была выброса строительного мусора, за 2 дня где-то порядка 30 КАМАЗов приходилось вывозить. В комментариях под видео с нарушителями мнения людей разделились. Кто-то поддерживает действия администрации и осуждает безответственное поведение горожан. Другие спрашивают, а где можно законно выбросить строительный мусор? Руководитель МУП благоустройства Саид Курипа признает, что больших 10-кубовых контейнеров, куда можно выбрасывать строительный мусор, становится все меньше. И это не случайно. Много лет тому назад программа по замене вот этих 10-кубовых контейнеров, которые имеют нелицеприятный вид, вокруг них собирается и строительный мусор, и другой мусор. То есть правильно, как во всем мире эта практика существует, перейти на евроконтейнеры. Другое дело, что со строймусором на сегодняшний день я могу сказать, что вот у нас по городу расположено 10 мест, где остаются 10-кубовые контейнера, 10-8 кубов. То есть там, где, в принципе, можно приехать и загрузить строймусор. 11 мест, я прошу прощения. Значит, я их перечислю, если можно. Да? Есть такое место, это территория города Сухум, выше Абхазского государственного университета, территория бывшей чайной фабрики. Там стоит 1 контейнер. Значит, на Армейской стоит контейнер, на турбазе. На улице Ладария, это общеизвестно, так всем видно, то есть там стоит контейнер.
Перед телевидением абхазским, не на территории телевидения, а перед телевидением, там выделено место, залита площадка и так далее. На улице Семерджиева, на Новом районе, улица Аргун, Атол, тоже в общественном месте стоит контейнер. Перед въездом в депо, это конец улицы Деповская. Не доезжая до этого, на улице Деповская еще один контейнер стоит 10-кубовый. Дагестанская стоит контейнер. Можно обратить внимание, что большие контейнеры стоят не в самых густонаселенных районах и в уединенных местах, а не вдоль главных дорог. На это тоже есть причина. Вот, например, по улице Ладария на турбазе большой контейнер несколько лет установлен у дороги, практически во дворе многоэтажек, напротив частного сектора. Казалось бы, удобно, можно подъехать на машине по дороге на работу, но вот живущих вокруг людей это совсем не устраивает. Вот такими фотографиями переполнены их телефоны. С жалобами они обращаются и к домоуправу, и в администрацию. То наполняется ерунда, его убирают 2 раза в день, утром, вечером убирают. Но вокруг бросают. У нас проблема люди, проезжающие, которые не понимают, что надо в бак бросить. Раскидывают, положили и пошли. А собаки бездомные ходят, растаскивают по всему двору. Это сегодня еще и убрали. Подходим, по-человечески говорим. Ну зачем вы бросать? А что нам делать? Ну как что вам делать? Поставьте у себя баки, у нас детская площадка. А у нас что? У нас же тоже детская площадка. То просим, чтобы их хотя бы оградили. Делают же в городе, делают же оградки какие-то, чтобы этот мусор не растаскивался и чтобы его не видно было. С деревень привозят, на машине проезжают, здесь бросают, там же на трассе, его же видно. А если его закрыть как-то, может, и не видно будет. Если вы видели вчера просто, это в 3 раза больше, все на пол бросают, все на пол. Дошли до мусора и поставили, и пошли. Даже когда пустой, вот сегодня убрали, да, вчерашнее, это вообще что было? Посмотрите оттуда, там матрас лежит, там этот. Сколько можно оттуда кричать? Я кричу иногда, когда вижу. Но я на балконе не стою 24 часа. Батумский хочешь, у них здесь стаканов же стоит же мусорник. Я знаю хорошо город, я уже 50 лет здесь. Почему они там неудобно? Самое удобное это здесь. А почему там неудобно? А потому что он оттуда спускается. Надо же дорогу перейти туда. Понимаешь? Как таскать же надо. Этого никто не хочет. Я так думаю, что одной из больших причин такой большой свалки, что мусорные баки стоят в очень удобном месте для всей территории Абхазии. Я считаю, в этом одна из больших проблем, потому что это проезжая часть трасса. Кто едет с деревни, кто едет с разных улиц. Вот здесь прилежащие все улицы, ни в одной улице нигде не стоит ни один бак. Маленький. Все магазины, которые вокруг нас, а их очень немало, кто знает район Турбаза, все прекрасно знают, тут, наверное, магазинов 15. Есть промтоварные, есть продуктовые, есть хозяйственные. И все, каждый свой мусор старается выбросить в это место. Хочу, чтобы они учли, это район туристический, отдыхающих очень много. Вот у нас есть отдыхающий, который очень хочет, сейчас вот вы послушаете его, одни возмущения с их стороны. Мне лично стыдно за себя, за всех, что у нас вот в таком месте такое происходит. Снимите вот так вокруг, по всей территории, вот не знаю, на протяжении какой, кончая улицы, везде мусор лежит. Потому что ветром сдувает в разные стороны. И собаки. Ну и плюс детская площадка. Соседство не очень нравится. 1-2 год приезжали, все было плюс-минус нормально, но, естественно, только вид портился. Сейчас плюсом добавился запах, какие-то шумы ночью, в том плане то, что люди просто приезжают, начинают все туда выкидывать, все это перегружается. Стало больше собак, то есть, которые залазят в мусорку, что там ищут еду. Как бы здесь наличие детской площадки мы можем видеть, и это небезопасно просто. Очень сильный запах, все это очень не нравится, и надо это как-то решить, я думаю. Потому что сейчас поток туристов стал больше, и мы рекламируем среди своих друзей Абхазию, Сухум. Но когда видим это, честно сказать, самим неприятно.
Поразительно, что люди, которым не нравится мусор вокруг баков, и люди, которые его там оставляют, зачастую соседи. Вот, например, на улице Басария женщина за 15 минут и 4 подхода принесла и сложила возле бака какие-то доски. Очевидно, что не издалека носила. А камеру здесь установили, потому что жители жаловались на строительный мусор вокруг баков. Эти баки, кстати, изначально стояли на специально забетонированной площадке. Но жители ближайшего дома попросили отодвинуть подальше из-за запаха. Теперь строительный мусор лежит не только вокруг баков, но и в ливневке, у которой они стоят. В комментариях под видео многие спрашивают, что делать, если нужно выбросить один матрас или старую тумбочку, а машины нет. Предположим, человек обратился, у него несколько мешков и так далее, он хочет или диван, или что-то. Мы готовы, те же телефоны, обращаются пусть сюда. Мы никогда, я насколько знаю, если есть у нас такая возможность техническая, да, если не произошло каких-то форс-мажорных вещей, мы на обращение людей реагируем. То есть пусть обращаются. У нас есть машина, одна, вторая, которая каждый день утром и вечером делает подбор, просто которые лежат на улице в определенных местах и так далее. Можем, чтобы машина заезжала, загрузила и уехала. Это бесплатно делается. Что касается людей, которые, предположим, небольшое количество мусора хотят сами вывести куда-то, то есть мы перечислили эти места контейнеров. Если там нет возможности выбросить, пусть обращаются к нам, мы поможем, опять же, бесплатно, чтобы они имели возможность приехать и выгрузить свой мусор в небольшом количестве. Если у вас ремонт или стройка и нужно выбросить большое количество строительного мусора, можно обратиться в МУП благоустройства по номеру 967 64 64 и заказать большой контейнер на дом. Эта услуга платная. Но если говорить о большом объеме, значит, пусть обращается население в МУП благоустройства, телефоны известные, дадим еще дополнительные, если нужно. То есть из практики существующей, люди, когда обращаются по контейнерам, мы практически все заявки выполняем. Бывает и задержки, бывают какие-то другие моменты, когда мы не можем вовремя. Но в основном все заявки, которые поступают, мы ставим в контейнер и обслуживаем население по вот этому большому количеству. То есть стоимость его на сегодняшний день в районе 3000 рублей, которые утверждены, эти тарифы, согласно решению городского собрания, которое принято в 2015 году. И вот мы сегодня по этим тарифам работаем. Несмотря на то, что сегодня цены уже другие и так далее, но это уже другой вопрос. Возможно, тариф на вывоз мусора будет повышен, но пока он составляет 264 рубля за кубометр, то есть 2640 рублей за 10-кубовый контейнер. Также, вероятно, будут увеличены штрафы за незаконный сброс мусора. Сейчас с героями видеозаписи представители администрации города проводят разъяснительные беседы и штрафуют на сумму от 300 до 600 рублей. При поддержке МВД находят владельцев машин, из которых выбрасывают строительный мусор, а также надеяться, что благодаря огласке людям станет хоть немного стыдно перед родными и соседями, и они станут ответственнее подходить к утилизации своих отходов. Надежда Боровикова, Валерий Криквискири, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Подготовка к новому учебному году не самая простая задача для малоимущих семей, сказала в программе «Такие обстоятельства» на радио «Спутник» зампред службы соцподдержки детей и семей Алина Базба. Для помощи уязвимым слоям населения служба уже не первый год сотрудничает с Минпросом, который закупает детям из таких семей школьную форму. 12 августа в Абхазском государственном драматическом театре прошел благотворительный концерт в поддержку подопечных фонда «Ашана», организованный выпускниками Сухумского музыкального училища. Подробнее в репортаже Нестора Инапшпа. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» на протяжении уже 12 лет проводит различные благотворительные программы. Одним из направлений деятельности организации являются финансовые сборы для оказания помощи тяжелобольным детям Республики Абхазия. Чтобы помочь им в этом нелегком деле, творческие объединения республики регулярно проводят мероприятия, сборы с которых идут на оплату медицинских услуг. Концерт
у нас сегодня благотворительный. Изначально планировался сбор средств для Фридона Авицба. Я думаю, все знают, что достаточно продолжительное время пытались собрать деньги на ее лечение. К счастью, сбор завершен, но тем не менее концерт состоится, и все собранные средства будут направлены в культурно-благотворительный фонд Ашана. В этот раз на призыв о помощи отозвались выпускники Сухумского музыкального училища. Своими силами, при поддержке руководства драматического театра, они представили в его стенах насыщенную музыкальную программу. Сегодня в концерте принимают участие студенты как Сухумского музыкального училища, также российских музыкальных вузов. Все ребята являются выпускниками Сухумского музыкального училища, либо учились в школе при Сухумском музыкальном училище, то есть все выходцы отсюда. Вот, мы собрались здесь, как я уже сказала, ради того, чтобы сделать что-то хорошее. В программе концерта, во-первых, разные инструменты. Это фортепиано, вокал, скрипка, кларнет, саксофон. Вот, программа разнообразная, начиная от Пучини, заканчивая Смитом, то есть более современные композиторы. То есть представлены разные эпохи. В этот же день в стенах театра состоялся благотворительный показ спектакля «Медведь» пьесы под авторством Антона Павловича Чехова, поставленной труппой Абхазского государственного молодежного театра. Собранные на представлении средства также будут переданы в фонд Ашана. Нестор Инопшба, Тимур Гагохия, АБЗ ТВ. С 6 по 18 августа в Воронежском доме архитектора проходит выставка молодого сухумского художника Анатолия Качалова «Мир художника днем и ночью». Тема экспозиции – смена дня и ночи. Слово нашим коллегам с ТВ «Губерния». В выставочном зале Дома архитектора происходит словно погружение в ночь и пробуждение с первыми лучами солнца. Представлена выставка «Мир художника днем и ночью». Это мысли, это мир, наполненный эмоциями, это небольшие путешествия, это все отражается в картинах. Эмоции словно разлетелись на осколки, надрывная, колкая история рассказана на холсте. Одна из последних и знаковых картин «Мой мир», в котором я вращаюсь. На выставке представлены лучезарный пейзаж, улица согрета солнцем, и по-летнему красочный сон художника, мир которого в одной тональности или, напротив, переливается радужными красками. Миграционная политика России нуждается в изменениях, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума. Я полагаю, самое главное – изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы, цитирует Бастрыкин РИА Новости. Обозначенные проблемы, на взгляд редакции «Время новостей», актуальны и для нашей республики. Полное выступление Александра Бастрыкина на Петербургском форуме вы можете увидеть после выпуска новостей. Туризм и рейтинги. Пицунда попала в пятерку популярных направлений для отдыха на базах в августе, по данным российского сервиса twill.ru. В среднем одна ночь на абхазском курорте обойдется в 5740 рублей. Средняя продолжительность отдыха – 9 ночей. Первое место в рейтинге заняла станица Голубицкая в Краснодарском крае. Второе место досталось Архызу, третья станица Должанская и на четвертом Анапа. В завершении выпуска прогноз погоды. В
среду 14 августа в Абхазии ожидается переменная облачность. Утром и ночью без осадков. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Вечером без осадков. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый, умеренный. Температура воздуха ночью 17-22, днем 26-31. Температура морской воды 28. Волнение морской воды слабо умеренное. Относительная влажность воздуха 60-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.